О сегодняшних событиях в программе «Новости Татарстана» в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Четвертая волна в разгаре. Мы фиксируем рост числа заболевших уже в течение последних 4 недель. Когда ждать новых ковидных ограничений, перейдут ли школьники на дистант? Выясняла Юлия Гоголева. На мосту через реку Свияго перепустили движение. За 2 года построен новый мост и около 7 километров подходов к нему. В чем значимость этого объекта и когда мост откроется полностью, расскажет Ильгиз Шакуров. Мусорный оператор против школ и торговых центров набережных Челнов. Мусорная реформа провалена. Чем грозит противостояние для сторон, выясняла Альбина Валиева. Новые проекты, новые перспективы. Ожидаем, прогнозируем увеличение инвестиционных вложений. Какие предприятия откроются в республике, узнал Дмитрий Аренин. От бумаги до планшета. Сейчас журналистика стала более, масштабнее, профессиональнее и технически оснащенная. Какой путь прошли те, что объединили всех акул пера, расскажет Рамиль Шайдуллин. Эпидобстановка в Татарстане вызывает опасения. Возможно введение ограничений. Система здравоохранения республики работает с перегрузкой. А нарушителей антиковидных мер становится только больше. Впервые за последние 3 месяца на пресс-конференции по санэпидобстановке в Татарстане позитивных новостей не было. Заболеваемость ковидом идет стремительно вверх. Больше становится тяжелых случаев. Справится ли медицина, интересовалась Юлия Гоголева. Вот эта пациентка лежит на кислороде, она достаточно тяжелая, тоже с очень большим поражением. Это красная зона Челнинской 5-й горбольницы. Сейчас здесь 380 пациентов от 40 и старше. Свободных мест в последнее время нет, даже в реанимации. Когда выписывают одних, койки сразу занимают другие. Каждый день сюда привозят по 50 заболевших коронавирусом. Примерно такая же ситуация во всех ковидных госпиталях Татарстана. Развернуто уже 4500 коек. Четвертая волна коронавируса, которой так опасались, вероятно, все-таки наступила. По данным Минздрава, за последнюю неделю в Татарстане наблюдается заметный рост числа заболевших. Еженедельно их в среднем становится на 10% больше. Как говорит Марина Потяшина, такой рост они наблюдают последние 4 недели, и это вызывает большое беспокойство. Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, она нас очень тревожит и становится крайне напряженной. Система здравоохранения работает с чрезвычайно высокими нагрузками. Работа не останавливается, естественно, ни на секунду. Медицинские работники делают все, что в их силах. Роспотребнадзор отмечает, население расслабилось и повсеместно нарушает антиковидные меры. Сейчас республиканский штаб рассматривает возможность введения новых ограничений, как это сделали в соседних с Татарстаном регионах ПФО. Я думаю, что на следующей неделе мы будем более, может быть, предметно это обсудить. Нам нужна еще анализ информации за эту полную неделю, чтобы посмотреть, какие группы чаще всего болеют. Ситуацию осложняют низкие темпы вакцинации. В сутки прививаются не более 1500 татарстанцев. Еще в июле эта цифра доходила до 18 тысяч. Слабо идет и ревакцинация. 14 256 – это явно недостаточно. Люди болеют или болеют по 2-му кругу. И если мы с вами сейчас не начнем продолжать заботиться о своем здоровье, то однократной вакцинации нам точно не хватит. Среди лиц 60+, прививку от COVID-19 сделали только треть жителей. Также мало среди вакцинированных и людей с хроническими заболеваниями. В сфере обслуживания привились всего 23% работников. Низкие показатели среди студентов. Поэтому я еще раз обращаю внимание лиц, которые относятся к этим категориям. И еще раз призываю сделать выбор в пользу вакцинации, и защитить себя не только от болезни, но и серьезных осложнений и печальных исходов. Зачастую вакцину игнорируют те, кто больше доверяет фейкам в интернете, чем авторитетному мнению экспертов. Очень много всплеска негативной информации. То есть диванные критики, которые сидят, не имея какого-то медицинского образования и так далее, сидят и рассуждают в соцсетях, что почему это не надо делать. Я понимаю то, что они недопонимают, они думают, у нас уже есть поговорка, авось проскочит, авось не получится. На разобщении 26 классов в 10 школах республики. Ситуацию усугубляет и подъем обычных вирусных заболеваний. Он уже начался. За неделю заболели 27 тысяч человек. Сейчас важна привиться от гриппа. Вакцинировались уже 334 тысячи человек. К ним сегодня присоединился и Владимир Жаворонков. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
В республике зарегистрировано 3 случая смерти от коронавируса. 2 женщины 79 и 66 лет, мужчина 62 лет. Сегодня в России установлен новый антирекорд по смертям от коронавируса – 887 человек. И рекорд на этой неделе обновляется каждый день. Количество заболевших в республике также растет – 63 человека за сутки. 27 госпитализированы, сообщает оперативный штаб. Больше всего заражений по-прежнему в Казани. Здесь 23 случая, в Челнах 18. В России за сутки выявлено 24 522 новых заболевших. Это почти на 2000 больше, чем в начале недели. Сегодня в Верхнеуслонском районе пустили движение по новому мосту через реку Свияга. Этого события автомобилисты ждали 2 года. В день здесь проезжает 20 тысяч машин. Это часть автомобильной трассы М7. И старый мост, построенный в 1996 году, был в аварийном состоянии. Сегодня его закрыли на реконструкцию. Когда работы завершатся, узнал Ильгиз Шакуров. Первыми по новому переходу проехали большегрузы. За происходящим следят мостовики. Позади 2 года напряженной работы. Этого события ждали все. Грандиозный мост. Движение будет теперь гораздо быстрее и на Казани, на Москву проходить без пробок. Достойно выглядит новый мост. Наконец-то от пробок избавились в этом месте. Мы ждем дальнейшего завершения всего объекта. Новый мост через Свиягу начали строить в августе 2019 года. Проект реализуется по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Общая стоимость объекта более 4 миллиардов рублей. Вновь построенный мост через реку Свияга. Он у нас длиной 392 метра. Он у нас считается судоходным. На мосту для безопасности устроено электроосвещение, барьерное ограждение. Сегодня мы переключаем движение на новый мост. Старый мост закрываем для движения транспорта. С нуля были построены 7 километров автоподходов к мосту. Само сооружение из самых современных материалов. В пик работ на строительстве были задействованы до 400 рабочих и около 100 единиц спецтехники. Старый левый мост был построен еще в 1996 году. Его протяженность составляет почти 400 метров, и с сегодняшнего дня он закрыт. К его реконструкции приступят уже на днях. Состояние моста уже аварийное, современные нагрузки нормативные он уже не несет. Необходимо усилить опоры и необходимо усилить пролетное строение. Если не вдаваясь в подробности, достаточно много очень тонких работ и ответственных. Объект для республики стратегический. Каждый день здесь проезжает до 20 тысяч автомобилей. Это еще и транзитный узел. По завершению всех работ мост через Свиягу станет 4-полосным. Открытие запланировано на 2023 год. Ильгиз Шакуров, Олег Мыльников, ТНВ, Верхнеуслонский район. Рустам Минниханов с рабочим визитом находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Он принимал участие в открытии российского павильона на Всемирной выставке в Дубае. Здесь представлена экспозиция Татарстана. В ближайшие 10 дней на площадке презентуют наработки республики в области информационных и инновационных технологий, а также промышленный и туристический потенциал. Затем Рустам Минниханов принял участие в экспертной дискуссии применения технологий искусственного интеллекта в решении глобальных задач. На сессии рассказали, как используется искусственный интеллект в бизнес-проектах и обучении в университете Иннополис. Также президент Татарстана на выставке посетил павильон Казахстана. Здесь представили историю страны и рассказали о ее туристических, технологических и инвестиционных возможностях. На территориях опережающего социально-экономического развития Татарстана появятся новые производства. Сегодня Алексей Песошин провел заседание комиссии по рассмотрению заявок на создание таких предприятий. Одобрили 5 инвестиционных проектов на 7 миллиардов рублей. Будут созданы 8 тысяч новых рабочих мест. Какие и где производства откроются и как бизнес оценивает эффективность ТАССР, узнал Дмитрий Аренин. Заседание прошло очень легко, и было приятно общаться с членами экспертной комиссии. Так, с хорошими новостями в Набережные Челны может вернуться действующий резидент местного ТАССР. Компания по выпуску бытовой техники и пластмассовых изделий решила расширить свой бизнес и получила одобрение.
Планируется закупка дополнительного оборудования и расширение штата компании. Ожидаем значительный рост в насыщении рынка нашими товарами. Еще один челнинский проект, который одобрили, производство стальных труб и нанесение на них защитного покрытия. Как отмечают бизнесмены, вся процедура получения статуса резидента ТАССЕР занимает максимум полгода. Это изюминка инвестиционного климата Республики Татарстан. Это такой очень значимый продукт, который надо максимально использовать. Если мы с вами возьмем, вот когда эти проекты только начинались и текущее время, ускорение произошло, наверное, раза в 3. Быстрее сейчас все происходит. Потому что все положительно настроены, все механизмы отработаны. Переходим к инвестиционным проектам, начнем с набережных Челнов. Комиссия во главе с Алексеем Песошным сегодня одобрила 5 инвестиционных проектов в ТАССЕРах набережных Челнов и Зеленодольска. Это действующий бизнес, который решили расширить. Объем дополнительных инвестиций составит 800 миллионов рублей, а с учетом ранее вложенного 7 миллиардов. Количество рабочих мест увеличится с 5 до 8 тысяч человек. Появляются, новые заказчики, появляется новое производство, идет увеличение объема инвестиций по данным проектам. Как отметил Алексей Песошин, сейчас необходимо максимально раскрыть потенциал льготного налогового режима ТАССЕР. Все условия для этого в Татарстане созданы. Работают и крупные особые экономические зоны, и сотни муниципальных промпарков. Дмитрий Ирина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. С послом королевства Таиланд в России Сасиватом Вонгсингсаватом встретился сегодня премьер Алексей Песошин. Обсудили перспективы в области поставок нефтехимической продукции на рынок Таиланда. Расширение сотрудничества в области образования, это студенческие и преподавательские обмены, научные стажировки. Затронули вопросы туризма и АПК. Прием заявок регионов на субсидии по стройкам школ приостановили. В программу вошли лишь 43 субъекта. Почему Татарстан не успел? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Гринта» судится с клиентами из набережных Челнов. Компания требует погасить долги за вывоз мусора. Среди неплательщиков торговые центры, управляющие организации, индивидуальные предприниматели и 3 школы. Но учебные учреждения не считают себя должниками. Почему, выясняла Альбина Валеева. Есть у нас решение арбитражного суда, определение, почему мы не оплачивали. Директор 42-й школы Вадим Матюшин и представить не мог, что из-за мусора его учебное заведение окажется в списке злостных должников. Согласно выставленным счетам, школа должна рекоператору почти 180 тысяч рублей. Но Вадим Матюшин с суммой не согласен. Гринта выставила практически 164 тысячи, то по факту вывоз мусора был осуществлен на 90 тысяч. То есть и лимиты у нас 90 тысяч, они заложены. Прежние условия, сколько вывезли отходов, столько и заплатили, устраивало всех, но в счетах от Гринты совсем другие суммы. Начисление зависит от количества учеников. Директор неоднократно писал письма в Гринту с просьбой пересмотреть расчет объема вывоза мусора, но в ответ повестка в суд. В списке злостных неплательщиков не только 3 школы Автограда, но еще и торговые центры, управляющие организации и индивидуальные предприниматели. И, как уверяют мусорные компании, их общий долг составляет более 2 миллионов рублей. Челнинцы обратились в торгово-промышленную палату города. По словам ее руководителя Фарида Башарова, они намерены встать на защиту должников и обратиться в правительство. Нужны изменения в федеральном законодательстве. По факту, с нашей точки зрения, торгово-промышленной палаты, мусорная реформа провалена. И она не достигает тех целей, ради чего было затеяно. Гринта обслуживает всю восточную зону Татарстана. Здесь около 2 миллионов человек. Свою позицию в этом вопросе они объясняют так. Норматив по учебным заведениям 0,53 кубометра на одного учащегося. То есть здесь мы, опять же, действуем в рамках правового поля, в рамках существующей нормативно-правовой базы. Здесь каждый расчет у нас обоснован, отражен в договоре и, соответственно, подлежит оплате. В управлении Федеральной антимонопольной службы нам сообщили, к ним из Челнов жалоб не поступало. Пока региональный оператор прав. Сейчас ситуация такая, что все должны действовать по закону. Мы проверяем, чтобы рекоператоры не злоупотребляли, действовали в рамках того законодательства. Я думаю, что когда будут скорректированы нормативы, когда уже будет понятно, что этот норматив приближен к реальному действительно образованию,
то эта проблема снимется. Все готовы платить за уборку мусора, но только за те объемы, которые производятся по факту. Сейчас директор 42-й школы намерен обратиться в суд с ответным иском. Альбина Валиева, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. Сегодня 120 семей из Альметьевского района получили ключи от новых квартир по программе соципотеки. Среди новоселов 18 детей-сирот. Они получили жилье по госпрограмме. В этом году квартирами будут обеспечены 636 сирот. Также в этом доме будут жить бюджетники и нефтяники. 15-этажная высотка построена за счет инвестиций Госжилфонда. Все квартиры с чистовой отделкой оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации. Есть благоустроенный двор. Выбирай себе лучшую комнату, это твоя. Шикарная квартира. Я думаю, что буквально смотрели пару слов сказать, уже собираются переезды, мебель уже готова. На низком старте. Поздравляю вас. Молодцы. Спасибо. Были сложности с заселением этого дома, с подключением к системам тепла, электричества. Вот долго решался вопрос. Сегодня, наконец-то, мы, можно сказать, родили этот дом и заселяем. Сегодня в стране начался осенний призыв в армию. Из Татарстана на военную службу отправятся более 3000 юношей. Об этом рассказал военный комиссар республики Сергей Погодин. 37% призывников отправятся служить в сухопутные войска, 14% в Нацгвардию, 11% в ракетные войска, по 11% в ВМФ и военно-космические силы. Особое внимание командам для частей Центрального военного округа. Для них будут подбирать наиболее подготовленных молодых бойцов. Все новобранцы сдадут тест на ковид. Также Сергей Погодин отметил, в Татарстане будут работать по пресечению коррупционных нарушений во время призыва. Для этого в городе создан специальный консультационно-правовой пункт, куда будут обращаться призывники и их родители. Призыв граждан на военную службу в октябре-декабре будет осуществляться, как и прежде, в условиях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в войска. Организована работа медицинских постов, установлен барьерный контроль с проведением бесконтактной термометрии, обработкой рук кожным антисептиком. Граждане с температурой тела выше 37 градусов, военные комиссариаты, призывные и сборный пункт не будут допускаться. Сегодня началась декада пожилых людей. В Татарстане 962 тысячи пенсионеров. Их поздравил премьер Алексей Песошин. В этот день мы традиционно чествуем наших ветеранов, людей, которые самоотверженным и бескорыстным ежедневным трудовым подвигом внесли огромный вклад в процветание родной республики. Ваш активный вклад во все сферы экономической, политической и деловой жизни Татарстана позволил республике стать одним из наиболее динамично развивающихся субъектов России. Примите нашу искреннюю признательность, говорится в поздравлении Алексея Песошина. Для пенсионеров в городах и районах будут работать ярмарки ручных изделий и сельхозпродукции. Кроме этого, пенсионеры Татарстана смогут бесплатно посещать некоторые бани, дома культуры и городские музеи, принять участие в онлайн-мероприятиях и спортивных состязаниях. Специальные акции предусмотрены в некоторых бассейнах, тренажерных залах, а также парикмахерских. Некоторые торговые сети будут предоставлять скидки для пожилых. Все это время будет работать горячая линия по социальным вопросам. Номера указаны на экране. В Казанском хосписе сегодня находятся 15 пожилых пациентов. У большинства из них тяжелые онкологические заболевания. В доме без боли делают все, чтобы они чувствовали себя лучше. Марат Акрамович, здравствуйте. Здравствуйте. Уже 5 дней с этих добрых слов начинается каждое утро Марата Гатина. Ему желают здоровья и делают все возможное, чтобы он не думал о своем недуге. В понедельник его привезли в хоспис после операции по удалению раковой опухоли. Рядом супруга. Вместе они уже 43 года. Все будет тогда-то хорошо. Мы надеемся. Состояние улучшилось, цвет лица даже изменился. Все нормально. Вот, видите. Врачи 5 с плюсом, вопросов никаких нет. Это серьезно говорю. Я всю жизнь работал на монтаже, там точку в точку надо. И здесь говорю точку в точку. Сегодня повод особый. Владимир Вавилов поздравляет пациентов с Днем пожилого человека. Марат Гатин – один из 15 людей серебряного возраста, которые сегодня находятся в хосписе. Мы делаем все для того, чтобы на самом деле в наших стенах их жизнь была в хорошем
в ракурсе, то, что они чувствовали себя даже лучше, чем дома. Как самочувствие ваше сегодня? Нормально. Одна из пациенток Нина Сусарова, ей 84, у нее тоже онкология. Но несмотря на то, что она уже не может ходить, любит жизнь. В свободное время решает сканворды, общается с врачами. За 2 месяца, что в хосписе, успела со всеми подружиться. День рождения вот мне поздравляли 14 сентября. Вот, отметили, точку поели. Желаю вам долгих лет жизни. А сегодня подарок в честь международного праздника. Это для нас очень важно, и для больных тоже это очень важно, потому что мы работаем для улучшения качества жизни. Сегодня казанский хоспис рассчитан на 18 взрослых коек, но как только будет достроен 2-й корпус, там будут места для 60 возрастных пациентов. А при желании эти места можно будет удвоить. Средства на строительство собираются в рамках благотворительного марафона «Строим хоспис вместе». Поддержать проект может каждый, перечислив деньги на карту фонда. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. С активистами общественной организации ветеранов Казани сегодня встретился Ильсур Медшин. Мэр поздравил их с Международным днем пожилых. Сейчас в столице проживает около 300 тысяч человек старшего возраста. Как отметил Ильсур Медшин, то, какая Казань сегодня, это труд ветеранов, и мы лишь продолжаем эту эстафету. На встрече отметили, городу нужен музейный комплекс трудовых подвигов казанцев. Также глава города поручил рассмотреть вариант переезда Советов ветеранов Казани в здание на улице Сеченова, где сейчас идет ремонт. За последние годы средняя продолжительность жизни в столице Татарстана увеличилась до 76 лет. В планах взять планку в 80. Наши уважаемые ветераны, уважаемые пенсионеры, а это четверть нашего города, каждый из вас внес и продолжает вносить лепту в трудовые победы нашей Казани. И то, что сегодня Казань такая, это ваш труд, труд вашего поколения. Поэтому наши слова благодарности. Сегодня Союз журналистов республики чествовал ветеранов отрасли. У них двойной праздник – День пожилых и 30-летие Совета ветеранов. Сегодня в их рядах сотни работников СМИ. Каждому подготовили подарок, преподнесли его в Доме Союза журналистов. Это давняя традиция – в День пожилого человека встречаться с ветеранами. Чем корифеи журналистики занимаются сегодня, увидел Рамиль Шайдуллин. В этой уютной казанской квартире живет Минвагиз Зайнуддинов. Он тот, кого еще в молодости называли мастером слова, а сегодня мастером пера. Посвятив журналистике 60 лет жизни, сейчас он пишет книги. В них нашлось место и работе, рассказывает он Ильшату Аминову. Признается, о журналистике можно написать не один том. Начав работать в районных газетах, Минвагиз Зайнуддинов трудился и в Комитете Республики по радиовещанию, и руководил Радио Татарстан. Говорить о каких-то планах на будущее в моем возрасте уже не говорят. Каждый день, прожитый нами, это для нас радость, для нас счастье. Каждому ветерану Союз журналистов подготовил подарок – большой продуктовый набор. Их вручают сегодня, в День пожилого человека и, по традиции, день рождения Совета ветеранов отрасли. От бумаги и печатных машинок до факсов и пленочных видеокамер в свои годы они прошли весь этот путь. Не удалось лишь полноценно поработать на компьютерах и онлайн, но это прерогатива этого и следующего поколения журналистов, а они, ветераны, заложили для этого основу. Многие из них сегодня в зале. Кто-то работал в газете, кто-то на радио, кто-то на телевидении. Шамиль Хаматов руководил Союзом журналистов в непростые 90-е. Сейчас журналистика стала более, что ли, масштабнее, профессиональнее и технически оснащенная. Но тогда были волки журналисты. Действительно, великие люди работали у нас. Римма Ратникова вспоминает свой первый день на посту председателя. Первыми к ней пришли именно ветераны, корреспонденты всесоюзных газет «Правда», «Известия», «Советский спорт», ТАСС. Была возможность работать с легендарными людьми, которые в нашей журналистике были. Это люди, к мнению которых прислушивались на всех высочайших уровнях ДЦК КПСС. Мы должны понимать, что каждый из нас когда-нибудь станет ветераном. И каждому из нас потребуется и внимание, и помощь, и поддержка. Поэтому мы от души это делаем, и для нас, для всех это очень важно. Тем, кто не смог приехать на встречу, подарки передадут районные отделения Союза журналистов. Рамиль Шайдуллин, Шад Мухаметов и Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Сегодня 60-летний юбилей отмечает заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа КФУ профессор Васил Гарифуллин. Поздравить именинника пришли Айдар Салимгараев, Ильшат Аминов, многочисленные коллеги и студенты. Уроженец Сабинского района, 80-е годы, трудился корреспондентом Казанской студии телевидения. Затем возглавлял кафедру татарской журналистики КГУ и долгие годы был деканом факультета журналистики и социологии. Как говорят его воспитанники-журналисты, Васил Загитович не просто преподаватель, но и друг, и психолог, и хороший наставник. Именно он сумел придать зданию института, ставшему вторым домом, национальный колорит, создать живую, теплую, приятную атмосферу. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Сегодня в Доме правительства состоялось заседание Совета директоров сетевой компании. Провел его премьер Алексей Песошин. Рассмотрели вопросы стабильного электроснабжения потребителей, результаты деятельности компании, перспективы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. По итогам полугодия объем передачи электроэнергии потребителям республики превысил 13 миллиардов киловатт-час. По сравнению с прошлым годом отмечается рост как по крупным потребителям, так и населению. Дорогу до медали он проложил себе сам. Выпускник Казанского строительного колледжа стал призером чемпионата Евроскиллс и принес серебряную медаль в копилку сборной России. В Австрии Руслан Ярулин стал лучшим в компетенции облицовка плиткой, уступив победителю лишь 0,6 балла. Молодые профессионалы Татарстана завоевали 14 медалей. Какой он путь до пьедестала, разузнал Рамиль Галиуллин. Наношу клей на стенку, чтобы в дальнейшем приклеить плитку по чертежу. Выложить плиткой стену и пол, обрезать ее под сложный орнамент, затереть швы и уложиться в указанное время. Работать с керамикой Руслан Ярулин начал на первом курсе строительного колледжа. Вскоре стал лучшим среди студентов и попал на Евроскиллс. Конкурсное задание состояло из 3 модулей. Изначально каждый чертили отдельно, затем переносили на стенд. Эксперты оценивали работу вплоть до миллиметра. Каждый потерянный миллиметр, потерянные баллы идут. А любая компетенция своеобразно тяжелая. Но даже можно сказать, что стройблок – это одна из самых тяжелых компетенций. Неделю назад выпускник строительного колледжа стал серебряным призером. Признается, до первого места не хватило совсем чуть-чуть. Из 100 баллов мне не хватило 0,6 балла до первого места. То есть все 3 дня с конкурентами мы шли там бок о бок, и не было непонятно, кто какое место занимает. То есть понятно только экспертам, кто как идет, а эксперты всегда молчат. Разбираться во всех тонкостях задания Руслану помогал свой эксперт. Айрат Вафин, многократный участник WorldSkills, говорит, здесь все как в спорте. Тренер дает советы, но результат за подопечными. Кто-то, да, ты, например, учишь по-другому, он прям, когда чемпионат уже идет, совсем по-другому уже делает, но это никак не влияет на основную работу. Верили в успех и болели до последнего за Руслана не только тренеры, но и одногруппники. Честно говоря, очень сильно переживал. Серебро – это тоже успех, это тоже достижение. О следующих соревнованиях Руслан не думает. Стать экспертом WorldSkills и готовить будущих участников. Парень уверен, это ему уже под силу. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше информации на наших ресурсах в интернете, на страницах ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. Здравствуйте! Мягкой поступью октябрь входит в наши районы, в отличие от сурового и дождливого сентября. О погоде чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца октября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево существенных изменений в погоде не ожидается. Но температура на пару градусов станет выше, без дождей. Аналогичная картина наблюдается и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Дневная температура до плюс 12. Антициклон крепко обосновался и в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. Тут теплая и сухая погода. Комфортный и теплый выходной день ожидается в Арске, в Кукмаре, Балтасе. Днем плюс 12. Ночная температура тоже стала выше. Несмотря на облачность и небольшое усиление ветра, в Болгре, Држаном, Буинске осадки не ожидаются. Сохранится теплая и сухая погода. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, вероятность осадков небольшая. Выходные прогнозируются комфортными и теплыми. Самое время для прогулок и поездок за город.
Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В Доктор Ост обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. 2 октября в Казани переменная облачность, будет сухо. Ночью плюс 9, а днем 12 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Влажность воздуха 79%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.